Ассаламу алейкум. К Жириновскому отношусь адекватно, ведь маразм – дело возрастное. Я все понимаю, человек решил за счет упоминания имени Рамзана Ахматовича Кадырова получить еще одну минуту славы. Не он первый, не он последний. Когда под командованием Рамзана Кадырова был искоренен международный терроризм на территории Чеченской Республики, Жириновский почему-то молчал в тряпочку. Когда под личным контролем Рамзана Кадырова были возвращены на родину сотни детей из горячих точек Сирии, он все еще молчал. Тогда его почему-то не волновало, что глава региона занимается внешней политикой. Не волновало его и тогда, когда Рамзан Ахматович Кадыров вернул похищенных российских журналистов из Украины в Россию. Не волновало его это и тогда, когда Рамзан Ахматович добился освобождения российских моряков из Ливии. Но рот свой он решил открыть именно тогда, когда Рамзан Кадыров своими устами озвучил позицию как минимум 2 миллиардов человек касаемо самого позорного поступка французского президента. Наш глава не боится озвучивать народную позицию и не приемлет глумления над религией. Даже клоунам давно пора это понять. Жириновский никогда не скрывал свою политическую некомпетентность, абсолютную бездарность и пропитанность исламофобией и ксенофобией. Вся его политика направлена не на благо народа, а на строительство партийных бань. И пусть главы регионов не ведут внешнюю политику, ладно, но главное, что не ведут ее те, кто, провоцируя войну в Чеченской Республике в 1993 году, поднимал бокал с водкой, как бы за свободу Чеченской Республики. А потом истерически, буквально истерически кричал о необходимости возведения стены, отделяющей Кавказ от России. Проблема одна, еще раз сказал, четко по-русски. Москва и Северный Кавказ. И не весь Северный Кавказ. А 3 республики: Дагестан, Чечня, Ингушетия. И как с этим бороться? Так, выгнать их! Выгнать их! Вот за то, что вам никто и никогда не позволит направлять курс внешней политики России, вам огромное спасибо. Ваше время вышло. Вы политический труп.